В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите сегодня. Почти 9 тысяч больных коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Якутия пополнила статистику 80 случаями. Глава региона оценил текущую финансовую устойчивость авиапредприятий. Полюбившееся якутянам подсолнуховое поле в Хангаласском районе вновь засеяли солнечными растениями. Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило чуть менее 9 тысяч. Суточный прирост сократился до 1,9. Почти 4 тысячи пациентов выписались из больниц. Скончалось 112 человек. Таким образом, на данный момент с начала пандемии зарегистрировано свыше 476,5 тысяч случаев. Умерло почти 6 тысяч заболевших, а излечилось от COVID-19 более 230 тысяч пациентов. В Якутии же свыше 2600 больных коронавирусом зарегистрировано с начала пандемии. В настоящий момент 22 человека по республике находятся в тяжелом состоянии. Из них двое на аппарате искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки один летальный исход. Таким образом, за весь период скончалось 15 человек. Все представители старшего поколения. Новых случаев заболевания за сутки 80, из них 69 в Якутске. По городу Якутску мы последнюю неделю видим стабилизацию в районе 70 человек, заболевших каждые сутки, не более. Вот это обнадеживает. Вместе с тем хочу сказать, что многие решили, что вот только закрытие магазинов на выходные дни, остановка общественного транспорта – это только и решает вопрос. Но, к сожалению, еще раз хочу сказать, что ситуация еще далека до стабилизации по Якутску. Соответственно, и масочный режим, и ограничения по социальной дистанции надо соблюдать везде, не только в магазинах или в общественном транспорте. Поэтому я здесь прошу жителей города Якутска, да и вообще всех других наших населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции, вот эти вопросы никоим образом не забывать и их постоянно придерживаться. Ряд ограничений может быть снят в Якутии после 14 июня. Как сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Якутии составил 0,8. По рекомендациям Роспотребнадзора, те регионы, в которых показатель равен единице или меньше этого уровня, могут приступать к смягчению ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 или менее, регион может перейти уже ко второму этапу. По Российской Федерации у нас ситуация сейчас неплохая. Мы видим, что количество заболевших у нас в республике стабильно, и сейчас коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы, у нас в республике 0,8. И это уже держится последние 5 дней. Это, если говорить по Российской Федерации, 12-й показатель в стране. Хороший результат. И если такая ситуация будет продолжаться до конца недели, если мы будем видеть не увеличение, а снижение количества заболевающих в сутки, то, конечно же, ряд уже ограничительных мер, начиная с 14 числа, можно будет снимать. Накануне в Амгинском районе выявили первый положительный результат на коронавирус. Заболевшим оказался гражданин иностранного государства, приглашенный частными лицами для строительных работ. Он прошел соответствующий пункт пропуска на 6-м километре, где с начала пандемии работает круглосуточный пост. Также по приезду у работников взяли анализы на COVID-19. На время исследования режим самоизоляции соблюдал. Круг контактов выявлен, из них 3 человека помещены в обсерватор. Сам заболевший проходит лечение в инфекционном отделении Амгинской районной больницы. Данный пациент находится в инфекционном отделении Амгинской ЦРБ, получает все необходимые лечения, проведено КТ-исследование, по КТ-исследованию изменений нет, самочувствие пациента удовлетворительное. И также по средствам индивидуальной защиты все полностью больница оснащена, все контактные выявлены. Это на сегодняшний день по данному пациенту это 12 человек, все изолированы, трое из них находятся в обсерваторе и находятся все под медицинским наблюдением. А в следующем сюжете расскажем о том, как справляются с последствиями пандемии старательские отряды Усть-Майского района. Массовый завоз специалистов и рабочих в старательских артелях
пришелся в самый разгар коронавирусной инфекции в нашей стране. Первым заслоном стала организация совместного поста ГИБДД и медработников на въезде в райцентр поселка Усьмая, где в первую очередь проверялись приезжие, направляющиеся в старательские артели. Вторым этапом проверки стала организация обсерваторов для приезжих в поселение и на золотодобывающие участки. Да, у нас получается, они практически у нас месяц находятся в изоляции, все оборудовано, у нас медик свой, проверяет каждый день, подготовлены к этому. В артели «Дражник» в Якутске есть база, есть помещение для самоизоляции вахтовиков в течение 2 недель. Там же производится забор анализов, и только после этого артель «Дражник» сама завозит рабочих до места. 2-3 дня здесь находятся у нас вот под моим наблюдением, и потом уже по участку выезжают. Администрация района проверила ряд старательских артелей на наличие обсерваторов и помещений для самоизоляции работников с подозрением на коронавирус. Ситуация старательских артелей находится под контролем председателей. Это сразу видно по тем подготовленным помещениям для самоизоляции, которые хорошо отремонтированы, приведены в порядок. Мы сегодня были в обсерваторе. Приезжающие люди там находятся 2 недели, как положено. Вот. Ну, мы организовываем там, естественно, наблюдение и медицины, и питание приносим прямо туда, на место. Они создают условия для своих вахтовиков, чтобы была возможность самоизолироваться. Обсерваторы созданы, есть в общежитиях комнаты для самоизоляции. Руководители золотодобывающих предприятий понимают, что если появится хоть один больной коронавирусной инфекцией, то все это приведет к парализации всех производственных процессов. Мы это все понимаем, а что от нас зависит, делаем на своем предприятии все, что возможно. Это дезинфекции, это питание людей отдельно. Объясняем эту ситуацию людей, чтобы они не контактировали в основном, не с местным населением. В основном работа и отдых. Руководство старательских артелей взаимодействует с главами поселений и помогает друг другу в решении вопросов самоизоляции. А глава республики выразил им благодарность за помощь, которую они оказывают в борьбе с коронавирусной инфекцией. Юрий Таюрский, поселки Солнечный, Югоренок и Звездочка. Алданская городская поликлиника одна из первых вошла в программу «Облачная поликлиника». Проведено уже более 150 консультаций. Программа по большей части предназначена для работы в нынешних условиях, когда идет распространение коронавирусной инфекции и пациентам не рекомендуется личное посещение медучреждений. Люди ведут температурный дневник, а врачи в свою очередь дают рекомендации и указания посредством чата или видеозвонка. Таким образом, наблюдаются не только люди с положительным результатом на COVID-19, но и контактные лица. Алданская поликлиника предоставила нашему телеканалу кадры, как на практике проходит онлайн-консультация. Вот на данный момент онлайн-консультация с пациентом, который ожидает приема. Давайте попробуем. Пациенты регистрируются через госуслуги, скачивают программу. Добрый день. Здравствуйте. Как ваше самочувствие сегодня? Сегодня все хорошо, спасибо. Вы отметили температурный лист или самочувствие в программе? Отметил. Большое спасибо. Пожалуйста, каждый день, 14 дней, это отмечайте. Что-то хотите от меня услышать, узнать еще сегодня? Нет, я сейчас спохожусь уже. Самочувствие, горлышко не болит, температура нормальная, все хорошо. Нет, температура. Угу. Мы ожидаем забора анализов на 10-й день. Пациент у нас находится в режиме самоизоляции. На 10-й день будет выезд эпидбригады на забор анализа. Я вас предупреждаю, анализ будет готовиться день-два, немножко подождите, до связи. Мы свяжемся, обязательно вас предупредим о дальнейшей тактике ведения. До свидания. Спасибо. До свидания. Вот консультация. Таким образом, консультацию можно получить у любого специалиста. Очень удобно и для пациента, и для врача. Глава Якутии рассмотрел реализацию мер по обеспечению финансовой устойчивости авиапредприятий. В ходе видеоконференции оценена деятельность авиакомпаний «Якутия», «Алроса», «Полярной авиалинии» и аэропорта Якутск.
Айцан Николаев отметил, что сейчас ситуация изменилась. По мере того, как ограничительные меры постепенно будут сниматься, потребность населения в авиаперелетах будет только возрастать. Руководители предприятия отметили, что благодаря решениям руководства и правительства республики они уже начали получать меры господдержки, связанных с предоставлением отсрочки по налоговым платежам и госгарантий для получения льготного кредитования в банковских структурах. В мае 2018 года Владимир Путин утвердил реализацию нацпроектов по 13 стратегическим направлениям. По итогам заседания Президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Как повлияла пандемия на ход строительства в республике? Какова статистика реализации нацпроекта «Жилье» и о планах на этот год, расскажет моя коллега Полина Долинская. Ключевой целью национального проекта «Жилье и городская среда» является увеличение объема ввода нового и комфортного жилья. Одним из основных механизмов улучшения жилищных условий якутян должно стать развитие индивидуального жилищного строительства. Реализация нацпроекта рассчитана до 2024 года. В Якутии он реализуется по 3 федеральным проектам: жилье, формирование комфортной городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодных для проживания жилищного фонда. Мы на первом месте сейчас по количеству аварийного фонда в России. Нам удалось предыдущий этап завершить победно. Все объекты абсолютно были сданы до конца года. Мы отчитались в фонд реформирования ЖКХ о том, что мы эту программу выполнили. Так, в 2019 году по региональному проекту «Жилье» введено в эксплуатацию более 560 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 247,5 тысяч квадратных метров индивидуального жилищного строительства. В рамках стимулирования жилищного строительства в республике введен в эксплуатацию объект «Центр детского творчества. Детский сад» на 240 мест в 203 микрорайоне в городе Якутске. По региональному проекту формирования комфортной городской среды благоустроено 11 общественных территорий вместо плановых 7, а также завершено благоустройство парка «Спасское селение» в городе Алекминск. По региональному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда переселено 1856 человек из более чем 38 тысяч квадратных метров из аварийного фонда. Ситуация в стране и в мире вносит свои коррективы, но, к счастью, не отменяет планов. Так, на 2020 год по региональному проекту «Жилье» в соответствии с доведенными показателями по федеральному проекту план ввода жилья составляет более 780 тысяч квадратных метров. По региональному проекту формирования комфортной городской среды благоустроить не менее 9 общественных территорий, в том числе завершить проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 2019 года и благоустроить не менее 46 дворовых территорий. По региональному проекту обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда будет расселено не менее 5240 людей из более чем 95 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. В любом случае, все будет зависеть от того, как изменится экономика после кризиса. Возможно, встанет вопрос о коррекции целей и задач в рамках нацпроектов. И все, что мы можем сделать сейчас, это продолжать соблюдать меры безопасности и оставаться дома. Подсолнуховое поле, ставшее среди якутян популярным местом для фотосессий, засеяла экоферма Туймада в Хангаласском районе. Всего засажено 5 полей общей площадью 25 гектаров. 1 тонна 200 килограммов семян закупили в Кабардино-Балкарии. Главный агроном предприятия рассказал, что вопиющих случаев, чтобы приезжающие топтали подсолнечники, не было. Одного я вот это люди, когда приходят, они вот эту корзину срезают и домой увозят. Это плохо, наши не относят, не любят такое. Ну, можно взять немножко, но как-то наше начальство к этому плохо относится, и мне тоже. Жокей из Якутии выиграл на традиционных скачках в Москве. Спиридон Тимофеев накануне выступил в первом заезде на дистанции 1800 метров. О том, как проходили скачки, узнаем у Айсены Бурнашовой. 5 резвых скакунов соревновались в гандикапе. Забег на 1800 метров проводился для 3-летних жеребцов верховой породы. Под номером 3 в фиолетовой форме якутский жокей Спиридон Тимофеев и его чистокровный английский скакун Temple Warrior. Внимание, все лошади в боксах. Дан старт скачки. Скачку повел Temple Warrior.
Temple Warrior с первых секунд вырвался вперед и повел скачку. С момента старта он проявил себя как резвого скакуна, а Спиридон Тимофеев как опытного жокея. Но серьезные испытания начались после 500-го метра. На 30-й секунде забега третий номер начал сдавать позиции лидера. Скачку в борьбе ведут Sky Barbaro, Temple Warrior и разведчик. На 4-м месте Hypemaker. Схватку определил финишный поворот. Якутский жокей смог направить скакуна, и они одержали яркую победу. Temple Warrior на целых 2 корпуса опередил Sky Barbaro и занял первое место. Резвая скачка составила минуту 54,7 секунды. Это на секунду быстрее второго номера. Третий номер Temple Warrior, выступавший под управлением жокея Спиридона Тимофеева. Temple Warrior на 2 корпуса опередил второго номера Sky Barbaro и на 8 корпусов первого номера Hypemaker. Спиридон Тимофеев, жокей со стажем, сам родом из Амгинского Улуса, Якутии. Уже 2-й год участвует на московских скачках. Его скакун Temple Warrior выдерживается на трен-отделении Ольги Полушкиной. Сейчас завершился гандикап. Впереди жокеи Спиридона Тимофеева и жеребца Temple Warrior ждут очередные скачки. Надо на место попасть, хотя призовые места или выиграть, чтобы рейтинг собирать. Потом по рейтингу смотрят и на дерби. На дерби это самая большая скачка на 3-летних лошадях. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.